Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети поздравил Селима Аллахярова с победой в проекте «Голос» на Первом канале. Дорогие друзья, я очень люблю наблюдать за спортивными поединками мирового уровня. Делаю это очень эмоционально. А накануне сторонний человек мог бы подумать, что я нахожусь на финале чемпионата мира по боксу, когда смотрел финал музыкального проекта «Голос». Слушал нашего дорогого земляка Селима Аллахярова, а перед глазами стоял образ другого земляка Муслима Магомаева, исполнившего «Чертово колесо» полвека назад. Я слишком критически воспринимаю любое исполнение кем-то песен легендарного Муслима Магометовича, ибо повторить его успех практически невозможно. Тем более, с особой радостью и гордостью говорю про Селима Аллахярова, родившегося в Грозном в семье врачей, выросшего в Дагестане. Он великолепно справился с исключительно трудной задачей, спел, демонстрируя уважение к первому исполнителю Муслиму Магомаеву. А уважение, талант, мастерство, вдохновение, самоотверженность на сцене. Без них никто не сможет взяться за репертуар Муслима Магометовича, чей дед, великий азербайджанский композитор Абдул-Муслим Магомаев, родился в чеченском селе Старые Атаги и получил мировую известность и славу благодаря азербайджанскому народу. В те давние времена в Чечне для чеченца не было никаких условий для творчества, в том числе и для Абдул-Муслима Магомаева. Мы с дорогим братом, лезгином, министром здравоохранения Чеченской Республики Ильханом Сулеймановым вместе смотрели выступление Селима Аллахярова и вместе аплодировали общему успеху Дагестана, Чечни и всего Кавказа. Селим, ты молодец. И за букет для Пелагеи особая благодарность. Ты прав, кавказцы действительно ценители женской красоты. Победная лезгинка. Давай еще. Сейчас Юрий Викторович скажет. Радость проекта. Сейчас все как будут смеяться. Я сказал, он мужик. Селим летает. Друзья, это волшебное чувство. Это подарок ваш мне. Спасибо, друзья. Спасибо. Я свои 30 лет